Кыргызстан стремительно борется с бедностью. Только за 2 года в рамках проекта социального контракта в стране было создано более 18 тысяч рабочих мест. На этой неделе на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации Жаңы-Кадам собрались и выступили граждане со всех уголков нашей страны, получающие социальную помощь на основании социального контракта, чтобы вместе обсудить важный вопрос о том, как объединить наши силы для прогресса и развития народа. У успешной начинающей бизнес-вумен сейчас 2 клининговые компании. Они обслуживают жителей городов Каракол и Балыкчы. Айнура Талипова начала свое дело благодаря социальному контракту. Получив 100 тысяч сомов от государства, она приобрела 2 моющих пылесоса и необходимые средства для чистки мебели. Вначале работала только сама. Сейчас же под ее руководством работает 30 человек. Нам дали не только деньги на руки, но и большие возможности. Для нас провели специальные тренинги по правильному формированию и реализации бизнес-проектов. Я сразу же решила заниматься клинингом, поскольку на Иссык-Куле нет подобной ниши. Моющее оборудование мы приобрели за 80 тысяч сомов. Оно окупилось всего за 1 месяц работы. Доходы стали расти, и мы открыли еще 1 филиал в Балыкчи. В планах открыть еще. Если честно, вначале я тоже, как и многие, думала, что 100 тысяч сомов не хватит ни на что. Но, оказывается, если направить их правильно, можно получить очень хорошие доходы. Жительница Ильного Аймака Джилалды Узгенского района Чолпон Раимбекова получает доход в 100 тысяч благодаря разведению индюшат. В прошлом году наша героиня взялась за эту работу, получив от государства безвозмездно 100 тысяч сомов. Женщина, которая только начала свое дело, отмечает, что проект «Социальный контракт» принес ее семье успех. Чолпон разводит этих домашних птиц с прошлого года. Для того, чтобы начать свое дело, она отказалась от ежемесячного пособия. Отметим, что в Узгенском районе 585 семей принимают участие в проекте «Социальный контракт». Среди них есть те, кто занимается торговлей, предоставлением услуг, животноводством и производством. В прошлом году я купила овец и 7 индюшат, хорошо за ними ухаживала, поэтому в итоге у меня стало 70 птиц. Я оставила себе 40, остальные продала и на эти деньги купила еще овец, а еще потратила на нужды семьи. Недавно у меня вылупились еще цыплята. В 2022 году приняли участие в проекте 50 человек. В 2023 году уже 535 человек. На этот год нам выделили квоты на 1600 граждан. Из них 160 человек будут профинансированы Международным банком развития и реконструкции, а 1440 будут профинансированы из бюджета республики. Социальный контракт разумно использовала и жительница Таласской области Джанат Урустем Кызы. На 100 тысяч сомов она открыла аптеку. По образованию Джанат – фармацевт. Однако все это время была домохозяйкой. Ну а с получением соцконтракта женщина вернулась в свою профессию. Сейчас ее аптека обеспечивает всеми необходимыми лекарствами местных жителей. Я с детства мечтала иметь собственную аптеку, и поэтому мне было легко определиться с направлением. Я получила лицензию и обговорила с производителями поставку лекарств. Поскольку медпрепараты дорогие, было тяжело с финансами, но я начала с небольшого количества. Когда появилась прибыль, мы расширили перечень лекарств. Аптека начала приносить хорошие доходы, и мы уже открываем 2-й филиал. Еще одна героиня из Таласа, Бегай Умиталиева, делает красивые корзины для торжеств своими руками. Мать 3 детей, зарегистрировалась в проекте социального контракта год назад и получила 100 тысяч сомов. За эти деньги она шьет одеяла и продает их. Часть денег от выручки она использовала для развития и приняла участие в онлайн-курсе по изготовлению корзин для торжеств. Корзины делаем из дерева, так как заказчики предпочитают легкий материал. Потом мы занимаемся красивой отделкой, украшаем цветами. Например, эту корзину заказали для свадьбы. У нас же принято, чтобы все было красиво и богато. Честно скажу, средства, полученные от государства, дали мне надежду и стимул продолжить дело. Выражаю благодарность. За счет госбюджета в этом году выделено 410 квот для участников соцконтракта. Кроме этого, от Всемирного банка дополнительно выделено еще 42 квоты. Сегодня мы приняли 350 заявлений от жителей города Талас. Отмечу, что заявление будет приниматься до сентября текущего года.
сентябрьга чейин убакыт бар. Дагы эгер соцконтракт алам деген ойлору болсо, заявление жазып, арыз менен кайрылса болот. Участник проекта из Чуйской области Улан Асанов балует жителей села Беловодское мороженым. Изначально средства соцконтракта он направил на разведение скота. Далее на полученную прибыль он начал второе дело – продажу мороженого. Несмотря на свои ограниченные возможности, Улан является единственным кормильцем своей семьи. В 2022 году я получил соцконтракт и купил племенную корову, именно племенную, молочного направления. Она была стильная, вот, и она отелилась, потом молоко я не хотел сдавать именно молочникам, потому что оно невыгодно. Оно не оправдывает ни корм, ни сено, ничего не оправдывает. Решил взять мороженый аппарат, это называется фризельный аппарат, мороженое делать. И с этим молоком я делаю мороженое. Но у меня все сертифицировано. У меня есть все сертификаты, что от молока, что от мороженого. Я сырье покупаю здесь, в Бишкеке. Вот. У меня все чистое. В целом, инициированный президентом проект «Социальный контракт» только за 2 года дал отличные результаты. На сегодня он обеспечил достойную жизнь 70 тысячам человек. Также благодаря проекту были созданы 18 тысяч рабочих мест и открыты сотни малых предприятий. В рамках проекта «Социальный контракт» заработали 138 пасек, 88 птицефабрик, 6 рыбных хозяйств. Было построено 28 теплиц, 137 семей освоили земледелие. Также открылось 1914 швейных цехов. Заработали 64 цеха по производству мебели, окон, кирпича и не только. Вы стали движущей силой и создателями нового поколения предпринимателей, которые разрушили старые стереотипы и уверенно шагнули к комплексному построению развитого общества, начиная с семейной экономики. Все это укрепляет уверенность в том, что вместе мы можем преодолеть трудности. С гордостью отмечаю, что на уровне ООН наш опыт признан одной из самых эффективных в мире моделей преодолевания бедности и рекомендован для решения социально-экономических проблем в других странах. Это заслуга каждого из вас, а Кыргызстан станет примером для других стран по преодолению бедности. На этом государство не ограничится. Борьба с бедностью будет продолжена уже в новом социально-мобилизационном движении «Жаңы Кадам». Оно объединит тысячи людей со всех регионов нашей страны. Чтобы дать стимул малообеспеченным семьям, мы планируем выдавать беспроцентные кредиты до 200 тысяч сомов. Это будет как субсидия. Помимо этого, поддержку получат и те семьи, которые по соцконтракту не смогли добиться успеха из-за разных обстоятельств. Для них будет организовано обучение по бизнесу. Вопрос касательно финансовой помощи сейчас рассматривается госорганами. В этом году в рамках соцконтракта будет охвачено 20 тысяч семей. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 2 миллиарда сомов. Мы хотим, чтобы наши граждане не только начали предпринимательство, но и жили в хороших условиях. Для этого мы планируем установить солнечные батареи в домах малоимущих детей. Правда, эти батареи дорогие, по $10 тысяч за одну штуку, поэтому на первоначальном этапе мы установим только в 20 домах. За счет этого семьи получат бесплатное электричество, а оставшуюся часть они даже могут продать государству. Одним словом, 65% проектов в рамках программы «Социальный контракт» рентабельны. Около 1 тысячи семей зарабатывают более 20 тысяч сомов, в том числе около 70 семей зарабатывают более 40 тысяч сомов. Есть также семьи, у которых ежемесячный доход составляет 90 тысяч сомов в месяц. Ермек Уренкеев, Эльдар Анарбеков. Итоги недели.